Добрый день, друзья. Давид Халчин. Мы вот едем на свадьбу, собрались все вместе в моей заловке. Муж моей заловки везет нас туда. Едем в Зязиково, проезжаем Очелуки. Это у нас фирменный завод, который изготовляет очелуки. Походу буду вам показывать, что и как. Встреча всех родственников перед свадьбой. Я, как всегда. Маша, Гаша, сюда, Маша. Давай. Ну тихо. Нормально? Алхамдулилlah. Ну, конечно, хижда. Это хочу, красавица, Ми. Ты посмотри, вся в красном. Да. Так, мы подъезжаем на свадьбу. Ой, не знаю точно. Что-то машин мало, наверное, уже за невестой поехали. Так, у нас обычно на свадьбе жениха одни гуляют, на свадьбе невесты гуляют другие. Друг друга родственники не видят. Поэтому здесь только свадьба жениха. И, наверное, поехали уже за невестой. Так, друзья, свадьба разгаем. Мы вот зашли на свадьбу, поснимаем немного наших родственников. Дайте халчин масни. Это самая любимая тетя моего мужа. Побольше, побольше. Тоже индивы. Дайте я вас обниму, женщина. Обнимайте, обнимайте. Маша. Да. Да, попозже. Так, мы за шикарным столом. Это мои заловочки все. Не головочки. Сейчас. ما تخزاتها شقياها شلون محبخة Ayda 100 gram çubda şu. حلوة أسفيوش. Друзья, я со свадьбы приехала на цены у нас.
надо кое-что купить. По мелочи посмотреть. Для внучки подарок какой-нибудь. В торговом центре. Хочу посмотреть, девочки, подарок. Тут детский мир у нас. Надо выбрать что-то ей в подарочек. Моей Аишке 2 годика сегодня. Идем в детский мир. Будем покупать, выбирать внучке подарок. Ой, ну вот здесь такая жара, тут прям хорошо так кондиционер работает. Наверное, не знаю, куклу выбрать или мягкую игрушку. Что-то ей надо купить. Ну, вообще-то я еще хочу посмотреть золотые сережки. Ей на днях проткнули ушки. Так что, может быть, еще и сережки посмотрю. Смотря что буду покупать. Может быть, не знаю. Вообще не люблю детям выбирать игрушки. Обычно я им отдаю денежку, чтобы они сами себе выбрали, что им нравится. Не знаю. Когда мои дети были маленькие, таких игрушек не было, и такого прям такого выбора не было, конечно. Вот. Вчера так штанишечки я ей купила из одежды. Нужно все-таки какую-нибудь игрушку все-таки купить. Она же еще маленькая, по идее. Сережки-то ее не больно-то обрадуют, она и не поймет, для чего они ей. А вот игрушки обрадуются. Мягкие игрушки. Друзья, мягкие игрушки такие дорогие. Вообще, по идее, я не люблю мягкие игрушки. Они собирают пыль. Дети их таскают по всему и пачкаются. Я ей как-то купила куклу. Сколько она эту куклу? Только этой куклой и игралась. Везде с собой таскала. Что-нибудь такое надо было бы интересное выбрать. Друзья, ой, мне даже выходить не хочется. Отсюда так прохладно, хорошо.
На улице жара, у нас около 40 градусов тепла сегодня, да и вчера, наверное, тоже было. Вчера была на рынке, тоже чуть коньки не откинула. Я думала, сегодня, если честно, и не встану. У меня горло вчера болело, голова болела, температура немного небольшая была. Но чай с малиновым вареньем меня поднял на ноги. Так что смогла и на свадьбе побыть. И вот приехала на рынок. Хочу немного семян купить. Когда куда-то я езжу, у меня в огороде что-то съедят. Мальчики все-таки не следят нормально. Вчера собрали все, что там у меня взошло. Шпинат, щавель, цыплята и утята зашли, пацан не заметил. Так что придется, пока еще не поздно, куплю и подсею. Так, друзья, вот я просто примерно вам показала, что здесь и как. Чтобы выбирать, нужно обе руки. А потом я вам покажу, что я купила, наверное. Если сегодня куплю что-то, я обычно фотографирую и показываю, они сами приходят, сами покупают. Ну, посмотрим. Так, из одежды кое-что я и выбрала уже. Покажу вам, что еще здесь. Конечно, много чего покупать не могу. Так, это коляски вам не нужны. Просто покажу для вас, что у нас в детском мире. Конечно, много чего. И питание, и одежда. И цена, в принципе, не очень-то дорогая на вещи. Я смогла купить два летних костюмчика для нее, бюджетных. Для меня, конечно, я не могу сегодня позволить покупать что-то дорогое. Вот как-то так, друзья. Еще покажу вам попозже. Интересные столы тут, девочки. Игрушек море, если честно, я даже не знаю, сколько здесь их. Конечно, купила костюмчики, 2 костюмчика, но мне кажется, ребенку все-таки нужна игрушка. Не знаю, и выбрать никак не могу, что ей купить. Можно было бы что-то такое, знаете, развивающее. Но я не знаю даже, что покупать. Куклы как-то у нее есть. Банально. Отхожу, думаю, и домой надо, дома птицы много, хотя сыну наказала, чтобы смотрел хорошо, но не знаю, переживаю тоже. Друзья, куклы такие вроде бы некрасивые в последнее время, я не знаю, раньше были куклы такие с милыми мордашками, а сейчас они какие-то страшненькие, я даже не знаю. Не знаю, может, такие какие-нибудь лего игрушки купить. Чтобы она собирала, или она еще маленькая для этого, я даже не знаю, если честно. Что мне купить? Звонила, хотела, чтобы они приехали. Но не может, мужа нет дома, не может приехать. Не знаю. Я не очень-то, действительно, не очень-то разбираюсь в этих игрушках. Не знаю, что им нужно.
дальше тут канцтовары. Это нам пока не нужно. Не знаю. Дорогую лего игрушку тоже я не могу себе позволить. Может быть, что-нибудь такое. Дорогое тоже не могу себе позволить. Может, что-нибудь такое вот недорогое. 299. Не знаю. Друзья, я в смятении. Если честно, не знаю, что ей купить. Хочется для девочки. Я хотела ее вообще-то отвезти в развлекательный центр, чтобы там она поигралась, но что-то мамаша ее не очень-то хочет. Или не хочет, чтобы я тратилась, я не знаю. Или что. Давай, говорит, сегодня дома просто посидим. Не будем никуда ездить. Типа она все равно не знает, что, но все равно, если даже знает или не знает, ребенок, конечно, бы обрадовался разным развлекательным вещам. Ну, не знаю, просто хочется детям тоже сделать праздник. Они-то не понимают, что есть у нас возможность или нет, им хочется. Так, ладненько, друзья, сейчас больше не буду снимать. Пойду дальше. Добрый вечер, друзья. Сегодня моей внучке 2 годика. Вот. После свадьбы, как закончила свои дела на свадьбе, уже поехала на рынок, купила вот ей вот такие вот подарочки. Купила сережки золотые. Как раз недавно буквально не прокололи ушки. И вот 2 этих костюмчика, ну, недорогих, так, бюджетных. И шортики вот эти вот на лямочке. И старшая дочь, вернее, она будет уже ей тетя. Моя старшая дочь, но тетя моей внучки купила ей вот такую машину в подарок. И вот такие вот шары воздушные для нее. Мы вообще-то хотели, конечно, отмечать ее день рождения или дома у нас, или вообще-то я приглашала их, чтобы поехать куда-то встретиться вместе, отметить. Но они решили сегодня отпраздновать свое день рождения у своих, у родителей ее мужа. У них сегодня там праздник. И вот мы решили отправить свои подарки сегодня туда. Как-то так вот. Так, вот такая вот футболочка, шортики. И штанишки. Летние все. Пока хватит. Так. Надо почерком написать. Конечно, можно было бы более красиво все это сделать, но я как-то не додумалась. Сейчас вызвали такси и отправим на такси варез. Ну вот, как-то так, друзья. Аишка! Ой, Дима, мой золотой. Опа! Так, приехала сегодня внучка, вот они тут, самолетики тут у нас делают. Ой, Аишка, самолетик. Ой, самолетик. Так, обмываем подарки.
сама, давай сама. Давай сама, давай. Давай сама, давай. Кукуш, садахак, давай сама. Давай. Не, давай сама катай, давай. Ах ты, хулиганка. Так, друзья, мы приехали отмечать день рождения внучки. Что, с тобой обе, что ли? Обе твои? Привет! Мягкари. Привет, красавица. Ермалайри, да? Сурьери. Сюри, будижика. Та, айры? София. Будижика. Стиль летней одежды. Так, друзья, шли мы в парк у нас в Ингушетии, правда, очень мало развлекательных мест, где поиграться, где посмотреть. Республика маленькая, только начала развиваться. Розочки красивые, фонтанчики. Внимание, ее купаться в воду и мыть его запрещено. Фонтанчики красивые. Действительно очень мало мест, где можно просто посидеть и отдохнуть взрослым и поиграться детям. Есть шаурму. В Ингушетии даже нормально посидеть негде, если честно. Не знаю, что они тут делают. Хотели, чтобы дети немножко поиграли. Игровые центры, даже то, что есть, закрыто. Так, друзья, у нас типа продолжение банкета именинницы. Теперь нас принимают в ванну. С трудом заставили ее залезть в бассейн, не любит воду. И, в принципе, бассейн куплен только для того, чтобы она привыкла к воде. Мы ее вводим на бассейн. Но она там не хочет заниматься. Вот так вот мы играемся в бассейне. Еле-еле успокоились, немножко вот привыкла к воде. Козя маленькая.